А вы согласны с теми возражениями, с которыми законопроект вернулся? Нет, эти возражения, исходя не из государственных интересов, а исходя из того, что я этого не хочу. Мне это не нравится. Давайте мы сделаем вот так. А вот если задашь вопрос «почему?», как я вчера в комитете задавал вопрос, нет ответа. Ау, а в ответ тишина. Им просто так хочется. Вот вчера хороший закон. Закон о чрезвычайной ситуации. Извините, я заместителю министра задал вопрос. Значит, деятельность регламентируется международными соглашениями, далее идет, а также национальным законодательством нашей страны. Они убирают в соответствии с законодательством Кыргызской республики. Я задал вопрос, почему? А он не знает. Я второй раз задаю вопрос, он говорит, это мнение Министерства юстиции. Я говорю, а кто конкретно из Министерства юстиции? Тоже ответа нет. Это просто кому-то так захотелось. Если мы убираем эту норму, тогда Кыргызстан попадает в правовую зависимость. Над нашими законодательствами будет верховенствовать международные соглашения. А международные соглашения, когда они подписывают, без ведома парламента можно подписать. Это опасно, очень опасно. Мы теряем суверенитет. Поэтому мы вернули. И хочу выразить благодарность своим коллегам комитета, которые поняли и вернули, что в первом чтении будем рассматривать в режиме первого чтения. Посмотрим, что получится. Вернемся к заседанию Чуркукенеша. На втором заседании Акылбек Тымынбаев, снова комментируя ваши слова, говорит, что вы хотите стать президентом. Об этом говорил и Балбат Зарлыкович Тулебаев на прошлой сессии. Насколько вы им хотите стать? Ну, может, им снятся эти сны, им страшно становится. Не знаю, я об этом еще не заявлял. Вот я же говорю, за меня принимают решение, а потом бунтарем называют меня. Они принимают решения. Они, видимо, наверное, много понимают, много изучают. Они считают себя опытными политиками и думают, что они способны читать мысли Мадумарова. Но если они заявляют, флаг им в руки, полный вперед. Но не надо так бояться. Когда обсуждали эту трагедию снова в Кадамжанском районе, Джанар Акаев говорил, что было бы неплохо внести изменения в Конституцию. Ну, это необходимо для того, чтобы ввести смертную казнь. И говорит, между делом можно было уравнять снова 3 ветви власти: законодательную, исполнительную, президента. На это пойдут ваши коллеги? И даже нет. Да, коллеги, которых привели. Если им скажут «надо», пойдут. Но им же не скажут, что надо приравнивать функции. Тогда не надо. Вы же прекрасно знаете ситуацию, что когда мы принимали закон о игорном бизнесе, проще говоря, казино, они же с нарушением Конституции приняли же. Они же чихать не хотели на Конституцию, чихать не хотели на конституционный закон, каковым является регламент. По сегодняшний день этот закон не отменен, и этот закон имеет силу конституционного закона. До этого всегда, да, если количество зарегистрированных не соответствовало количеству проголосовавших, возвращались 10-й раз, 12-й раз, 15-й раз возвращались. А вот как только закон принимается о казино, этот закон не работает. И самое страшное, Джамиля, самое страшное то, что спикер, а сегодня уже он заслуженный юрист, заслуженный, да, спрашивает заведующего отдела, юридическим отделом, говорит, определите, мы правильно приняли решение? И этот молодой человек выходит к трибуне такой деловой. К трибуне и говорит, в соответствии с Конституцией это правильно. То есть он растолковал за буквально там 5-7 секунд
конституционную статью. Так как Статью надо. Конституции растолковал. Хотя толкование Конституции по Конституции этой же возложено только на Конституционный суд. Даже парламент, 90 депутатов не имеет права толковать Конституцию. Жесткая норма это. Абсолютная норма. У нас один человек, заведующий отделом, растолковал и дал ответ, нужный ответ спикеру.